То, что вы делаете в Таджикистане, это политический провал. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как храбрый таджик обратился с своим письмом к президенту, какому и почему об этом стоит знать. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Председатель запрещенной в Таджикистане партии Исламского возрождения Мухиддин Кабири обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить признания этой партии террористической организации на территории Российской Федерации. По его словам, Душанбе использует текущую ситуацию и считает, что Россия сегодня ослаблена, изолирована и готова к любым уступкам в обмен на поддержку по украинскому вопросу. Верховный суд России уже на следующей неделе, 14 сентября, рассмотрит ходатайство Генеральной прокуратуры этой страны о признании ПИФТ террористической организацией. Мухиддин Кабири в своем письме на имя российского лидера, отправленном 6 сентября, пишет, что в случае признания ПИФТ террористической десятки и сотни тысяч сторонников и бывших членов партии простых граждан Таджикистана в очередной раз станут жертвами репрессий, психологического и политического давления и преследования как в Таджикистане, так и в России. А как вы относитесь к такой ситуации? И как вы думаете, что начнется, если все-таки ПИФТ признают и в России террористической? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. За последний месяц это уже второе письмо лидера запрещенной ПИФТ с просьбой о недопущении признания партии террористической на территории России. 11 августа Кабири обратился к генеральному секретарю ООН с просьбой потребовать от Российской Федерации воздержаться от принятия такого решения, которое противоречит духу согласия об установлении мира и национального согласия в Таджикистане. Но, кажется, его зов был не услышан. В 2015 году Верховный суд Таджикистана запретил деятельность партии Исламского возрождения, основной оппозиционной силы в стране на то время, а затем признал ее деятельность террористической. С тех пор и по сей день правительство Таджикистана открыто и тайно просит своих партнеров на территории бывшего Советского Союза признать партию террористической, но пока не получила поддержки. В письме к Владимиру Путину Мухиддин Кабири считает, что Душанбе удалось навязать Москве свои условия в обмен на возможную поддержку России в украинском вопросе. За последние месяцы российская политика поддержки массовых репрессий, проводимых Рахмоном в отношении жителей Гбао, уже оттолкнула и разочаровала тысячи бадахшанцев в этом исторически и традиционно пророссийски настроенном регионе Таджикистана. Это политический провал. То, что вы делаете в Таджикистане, Владимир Владимирович, пишет Кабири. Неизвестно, получила ли письмо российская сторона и каков будет ее ответ. 26 июля генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече с президентом Рахмоном в Душанбе заявил, что он сообщил генеральному прокурору Таджикистана о рассмотрении его ходатайства о признании некоторых организаций в России как террористическими. Он также отметил, что Генеральная прокуратура Российской Федерации уже обратилась с иском по вопросу партии Исламского возрождения Таджикистана. В августе замглавы региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества Артур Коновалов рекомендовал создать в регионе единый список террористических организаций и привел в пример ПИФТ. В конце письма Кабири пишет, что независимо от решения российских властей по вопросу о признании нашей партии террористической, мы останемся верными нашим умеренным взглядам и подходам при решении политических проблем и стратегическому сотрудничеству между таджикскими и русскими народами. Мы были и остаемся убежденными сторонниками стратегического союзничества с Россией и всеми государствами региона. Также мы стоим на прежних умеренных политических и религиозных позициях, осуждая и отрицая любые виды экстремизма и радикализма, подчеркнул Кабири. За последние 6 лет, после того, как партия Исламского возрождения была запрещена и объявлена террористической в стране, в Таджикистане и России десятки членов партии были арестованы и заключены в тюрьму на длительные сроки. Часть представителей партии нашла убежище за границей, в частности в Европе. Таджикские власти постоянно обвиняют ПИФТ в попытках свержения власти, планировании мятежей и убийств, но руководство партии считает это клеветой. А как вы относитесь ко всей этой ситуации? И как вы думаете, Россия признает ПИФТ террористической, пойдет на поводу у Таджикистана? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Ведь мы знаем, что в последнее время они готовы на многое, чтобы найти себе союзников. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.